С добрым утром, дорогие зрители! Утро Якутии заваривает кофе и готовит для вас порцию самых свежих и душевных историй. Сегодня в программе все, чтобы проснуться с улыбкой и полезными мыслями. Зарядимся энергией на утренней зарядке и будем в курсе событий родной Якутии. Обсудим важную тему цифровой зависимости с экспертом-психотерапевтом Татьяной Елиной. Вас ждет удивительная история о мальчике Никите из Эльгая и его увлечении птицами. Порадуемся за профессионалов, смотрим репортаж с конкурса ветврачей на Сахалине. Ну а если вы мечтаете о тишине, то спешите узнать о необычном студенческом проекте «Домики для размышлений». Все это и еще много интересного вы сможете узнать в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе последних новостей и всегда в хорошем настроении. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сейчас 14-20 выше 0, в заречной группе плюс 14, плюс 21, в южных 18-24 градусов тепла, в Вилюйской группе плюс 17, плюс 24, в Нижнеленских 14-19 со знаком плюс, в западных 17-25 градусов тепла, в Колымо-Интигирской группе улусов плюс 7, плюс 19, в Янских 9-16 выше 0, на северо-западе 3-14 со знаком плюс, ну везде лето. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 16 градусов выше 0, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, температура плюс 18, плюс 15 градусов. Ну, при целом неплохое лето, но вот дождик, надеюсь, будет теплым. Ну а давайте сейчас передадим слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Доля убыточных предприятий угольной отрасли России достигла 62% за первые 5 месяцев этого года, увеличившись на 9% по сравнению с началом года, сообщил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов. Убытки за первый квартал составили 79,9 миллиардов рублей. По словам замглавы, без принятых антикризисных мер ситуация могла быть катастрофической. Убытки могли бы достичь 300-350 миллиардов рублей. В прошлом году угольная отрасль уже показала убыток в 112 миллиардов рублей при задолженности в более 1 триллиона рублей. Кризис обусловлен сочетанием внешних факторов, таких как низкие мировые цены на уголь, усложнение логистики и укрепление рубля, а также внутренних проблем, включая ограниченную пропускную способность восточного полигона и рост транспортных расходов. С 1 июля в России произошла плановая индексация тарифов на электроэнергию. В Минэнерго России пояснили, что это естественный и экономически обоснованный процесс, необходимый для финансирования модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса. Износ оборудования приводит к потерям электроэнергии, что отражается на тарифах. Тарифы на электроэнергию для населения выросли на 12,6%. В среднем по стране тарифы ЖКХ с 1 июля выросли на 11,9%. ФАС ежегодно устанавливает предельные уровни тарифов на передачу электроэнергии на основе прогноза социально-экономического развития России. Служба занятости населения республики продолжает активную работу по поддержке в трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Так, с начала этого года в Центре занятости обратилось порядка 200 человек. Всего более 100 участников спецоперации и членов их семей трудоустроились по различным востребованным профессиям. Помимо этого, служба занятости проводит программы переподготовки, которые в этом году прошли 10 человек. Работа также проходит по направлению временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Так, на данный момент было трудоустроено 66 подростков, членов семей участников СВО. По мероприятию содействия начала осуществления предпринимательской деятельности из числа безработных граждан с категории участников СВО открыли свое дело 2 человека. Столярная мастерская в Горном Улусе и производство питьевой воды в Вилюйском. И 1 член семьи участника СВО в городе Якутске открыл самозанятость по виду деятельности творческая студия по пошиву национальной одежды и аксессуаров. Всем участникам мероприятия будет оказана единовременная финансовая поддержка. Важно отметить, что поддержку в трудоустройстве получает каждый обратившийся.
Сафрон Пономарев, водитель якутской станции скорой помощи с 16-летним стажем, ранее участвовал в чеченской войне и 3 раза отправлялся на СВО. Как снайпер, меткий стрелок не только выполнял боевые задания, но и оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам и доставлял их в госпитали. Мужественный водитель награжден орденом доблести Луганской Народной Республики, медалями за храбрость и отвагу. Когда я в Чечне попал по срочке, я там уже навыков взял, конечно, что такое война. И вот в 22 году я себе вот кулак взял и пошел на ШВО, чтобы Родину защищать. Раненых вытаскиваем из красной зоны, желтую зону, помогаем, кровь останавливаем, обезболиваем, разговариваем в шоковое состояние, чтобы не было. Ну что, новости обсудили, а теперь бодрости добавим. Хотите почувствовать прилив сил и легкость? Не пропустите нашу утреннюю разминку. Мы покажем отличный комплекс упражнений, который поможет проснуться по-настоящему, взбодриться и встретить день во всеоружии. Поехали! Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я вам покажу комплекс растяжки. Для этого нам понадобится кирпичик. Если его у вас нету, можно заменить на книжку, например, 2-й том «Война и мир». Первое упражнение – исходное положение. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально. Мы делаем вдох, выводим наш кирпичик наверх. На выдохе мы опускаемся с ровной спинкой, важно лопатки свести. Округляем нашу спинку и с круглой спинкой поднимаемся наверх. Вдох, на выдохе мы снова спустились. Округлились. Вдох, выдох. Округлились. Вдох, выдох. Очень эффективное упражнение на раскрытие грудного отдела, поэтому важно соблюдать сведение лопаток. Еще 4, 3, 2, 1. Выполняем 12 раз, 3 подхода. Исходное положение то же самое. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально, кирпичик выводим также наверх, но мы здесь добавляем наклончики в сторону. Делаем вдох, лопатки свели, на выдохе мы наклонились вправо, развернули корпус в центр, переместились влево, развернули, выросли обратно. Выдох, вернулись, вдох. Выдох. Важно, когда мы перемещаемся по центру, кирпичик тянется в потолок. Ни в коем случае мы его не заваливаем. Еще 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение. Наш кирпичик мы кладем на передний край коврика. Рабочая ножка встает с пяточкой на задний край коврика. Левую ножку мы кладем на кирпичик, делаем вдох и на выдохе начинаем выполнять сначала пружинистые упражнения. Делаем вдох, на выдохе каждый раз все ниже и ниже спускаемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сделали вдох. На выдохе максимально ушли вниз, зафиксировались на 8 счетов и стараемся расслабить наши связки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно поднимаемся. Такое упражнение повторяем 3 подхода, 8 раз пружин и 8 раз фиксация. Далее меняем ножку. Комплекс нашей растяжки подошел к концу. Выполняйте растяжку с помощью кирпичика каждое утро и будете иметь пластичное, красивое тело. Всем хорошего дня!
Но сейчас мы затронем тему, которая касается буквально каждого из нас. Вот скажите честно, вы можете представить свой день без телефона, а своих детей без планшета или компьютера? Современные технологии подарили нам много возможностей, но вместе с ними пришла и новая проблема – гаджетозависимость. Это когда вместо живого общения мессенджеры, вместо прогулки бесконечный скроллинг соцсетей, а вместо здорового сна еще один уровень или еще одна серия. Чем опасна такая зависимость, как она влияет на нашу психику, отношения и продуктивность? И самое главное, как найти баланс в цифровом мире? Обо всем этом мы поговорим с нашей гостьей, психотерапевтом Татьяной Ильиной, которая поможет разобраться в актуальной проблеме современности. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте начнем. Что такое гаджетозависимость? То есть вот пользование телефоном более 5 часов в день – это уже зависимость? Или мы все-таки говорим, когда человек, правда, не может вообще обходиться без техники? Давайте поговорим о том, что такое зависимость. Угу. Цель любого человека, цель его жизни – получать удовольствие. Ну или, как говорят, цель – это быть счастливым. Ну, а проще все-таки получать удовольствие. Важно с детства научиться получать удовольствие разнообразные. Ну, как говорят, чтобы все наши 3 канала восприятия основные, зрительные, аудиальные, кинестетические или чувственные, да, получали одинаковое развитие, одинаковое употребление, одинаковую нагрузку, и тогда у нас с психикой будет все хорошо. А когда у нас, что называется, вот такой вот перекос, то сначала пристрастие, а потом зависимость. Что такое зависимость? Это такое состояние, когда человек другим способом получать удовольствие не может. И он просто зацеплен, что называется, с утра до вечера за вот эту цель получить удовольствие любой ценой. А в чем опасность? Всегда растрачиваются жизненные ресурсы, и человек погибает. Он может не физически погибнуть, но психологически или психически он обязательно погибнет. Мы это хорошо знаем все с таким, так сказать, распространенным в быту явлением, как алкоголизм. То есть как это вначале происходит, как будто бы нет зависимости, а потом как эта зависимость приводит к гибели человека, и в первую очередь мы видим именно к психической гибели. И сейчас уже ученые совершенно достоверно доказали, что гаджетозависимые, особенно дети, теряют серое вещество головного мозга. А это значит, снижаются интеллектуальные способности. Человек не может реализовать себя в обществе. Очень здорово влияет на активность внимания. То есть ребенок не может, и взрослый не может долго сосредотачиваться. Не зря же уже пошло выражение, что наша молодежь имеет клиповое мышление. То есть она может только сосредотачиваться на какой-то короткий промежуток времени. А это значит, будет очень низкая работоспособность и в первую очередь профессиональная работоспособность. То есть качество профессионалов в будущем у нас будет страдать. Да, можно поговорить еще о страшном таком воздействии, как синий свет экрана. Он считается самым сильным окислителем из всего спектра солнечных лучей. Мало того, что окисляются глаза, и зрение будет в будущем очень сильно страдать, а также нарушается циркадный ритм, потому что сон и бодрствование очень зависит от световосприятия. Значит, полетит вся гормональная система. Но меня, как психотерапевта и как психиатра, больше волнует другое. Когда меня спрашивают родители, а все-таки вот как вот, есть зависимость у нашего ребенка или нет? Я говорю, первый критерий, ваш ребенок спит с гаджетом в обнимку, что называется. То есть гаджет лежит все время рядом. А значит, он все время в течение ночи может часто просыпаться, потому что развивается такое навязчивое состояние, страх что-то упустить, чего-то там пропустить. И поэтому, что называется, все время на стреме, сон поверхностный, неполноценный, вообще такие дети очень мало спят. А для меня, как для психотерапевта, у которого огромный стаж, я 45 лет работаю, я могу сказать сейчас такую вещь, я знаю, что многие родители подпрыгнут от негодования. Я вызову, естественно, заведомо знаю негативную реакцию, но я скажу, когда ко мне обращаются родители и говорят об этом, что с их детьми, я говорю, это говорит о том, что ваш ребенок скрыто, эмоционально отвержен.
То есть, получается, ему недостаточно внимания и недостаточно любви. Да, абсолютно точно. А потому что я вижу направо-налево, едет еще грудной ребеночек в коляске, а у него уже гаджет в руках. А почему? Потому что мама тоже в гаджете, а ей совершенно не хочется общаться с ребенком, напрягаться. Да? И я всегда говорю, что вообще семья и дети – это проверка нас на человечность. Семья нас заставляет развиваться. Мы не сможем жить в гармонии в семье, если мы не будем развиваться, мы не будем учиться любить, мы не будем учиться глубинному общению, если мы не будем развивать свою эмпатию. А все эти дети обречены на то, что у них эмпатии нет. То, что я и вижу у себя, так сказать, в практике. Нет эмпатии, нет сотрудничества на работе, нет семьи гармоничной, нет, естественно, счастья в семье. И количество разводов, я, насколько знаю, 75% семей у нас распадается. А все упирается в эмпатию. А эмпатия упирается в то, что с раннего возраста нужно очень тесно общаться с детьми. Я вспоминаю своего папу, я, кстати, повторяю его профессию, я никогда не могла с ним наговориться. Поэтому мы ходили на рыбалку, мы ходили на охоту. То есть я говорю о чем? Что самое главное лечение такого ребенка – это создание совместного хобби в семье. Да? Обязательно с родителями. То есть это должно быть именно групповое хобби. Почему? Потому что только когда мы путешествуем, я знаю, что вы очень много у нас путешествуете, когда это путешествие вызывает совершенно разные реакции, мы это обсуждаем, мы, что называется, проверяем, мы отражаемся. Да, и действительно очень важно, вот самый главный совет мой родителям – отражать своих детей. Ко мне приходят взрослые люди, и они не знают, кто они такие. Почему? А потому что с ними не говорили, их не отражали, им не говорили об их достоинствах. А как об этом говорить, если нет совместной деятельности, если нет совместных переживаний, если нет совместной жизни? Да. Какие-то способы самоконтроля, начиная с себя, потому что все идет из семьи, все идет от родителей. Если родители не ограничивают себя в постоянном контакте с гаджетами, то это будет и у детей. Как себя контролировать? Знаете, вот в психиатрии нету никакой диагностики достоверной, параклинической, как есть в других, допустим, разделах медицины. Там анализы, томографические исследования. Зато у нас есть такой помощник, как клинический психолог. Поэтому, когда ко мне обращаются родители уже с детьми где-то старше 12 лет, я говорю, начните с тестирования у клинического психолога. Он вам там все напишет, что у ребенка плюс, что у ребенка минус, и с этого уже можно начать, так сказать, работать. Спасибо большое за информацию. Мне кажется, тема настолько глобальная, что о ней можно очень долго говорить. И с удовольствием. Да, и уместились в небольшой формат. Будем надеяться, что... Спасибо, что вы меня пригласили. Спасибо. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Спасибо. Ну, а следующий наш герой наверняка не страдает от гаджетозависимости, ведь у него есть серьезное большое увлечение – орнитология. Никита Никитин из села Элья из Сунтарского улуса с малых лет умеет подражать голосам птиц. Да так искусно этим овладел, что пернатые совсем его не боятся и становятся почти ручными. Так произошло и на днях. Мальчик приручил промокшую под дождем и пострадавшую ворону. Имя пернатому другу еще не придумал, так как определить, пока самец или это самка, не может. У Никиты это уже третья ворона. Были еще и другие птицы, все они окрепнут и улетели. Юный орнитолог не просто наблюдает за птицами, но изучает их повадки, голоса для своих школьных научных проектов. Учитель и руководитель проектов Никиты отмечает, что не каждый пернатый допускает к себе человека, а у него птицы даже успокаиваются и не отходят от мальчика. Видимо, его способность искусно подражать голосам птиц притягивает к нему животный мир. Бу туях атырыванны каңарар. Ен хаңарар. Ата бу чырок сестунок черкайкы или черкай. Ен хаңарар. Действительно, удивительные способности у мальчика. Наверняка он станет хорошим и редким специалистом в своем деле. Ну а следующий наш сюжет тоже о тех, кто умеет обращаться с животными и также любит их. Это ветеринарные врачи. На Сахалине прошел конкурс ветврачей. Давайте посмотрим, как это было.
Их пациенты не могут сказать, где болит. Ветеринарный врач – уникальная и универсальная профессия, которая требует высокого уровня практических навыков, терпения и решительности. Максим Шулико уже второй раз принимает участие в таком профессиональном соревновании. Заданий не боится, уверен, знаний и опыта хватит. Я с детства хотел быть ветеринаром. Мы держали животных всю мою сознательную жизнь. Поэтому выбор профессии выпал на ветеринарного врача. Конкурс состоит из двух этапов. Первый – проверка практических навыков и теоретических знаний. Специалистам необходимо пройти тестирование из 18 вопросов. А на практике провести процедуру трихинелоскопии, то есть исследовать мясо на наличие паразитов. Третий этап – это клинический осмотр, это практика, клинический осмотр животного, взятие крови на заболевания общие для человека и животных и проведение туберкулинизации. Оценивает все этапы судейская коллегия из Приморского края. Они руководствуются чек-листами, в которых прописаны все требования к выполнению заданий. Сложность выполнимая. То есть ничего сверхъестественного нет. Обычно текущая работа ветеринарного врача. Поэтому сложность довольно-таки хорошая, средняя. Конкурс проводится уже третий год, чтобы повысить престиж профессии ветеринарного врача, выявить лучших специалистов в области и дать им возможность для профессионального роста. Также это своего рода экзамен на повышение квалификации. В состязании принимают участие 15 ветеринарных специалистов. Среди них представители государственных бюджетных учреждений, подведомственных агентств ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, а также работники сельхозпредприятий региона. Неважно, что я сейчас работаю на птицефабрике, был опыт, и родители коров держали, была возможность проводить, и даже брала кровь, и какие-то операции небольшие делала. А еще это отличная площадка для обмена опытом, профессионального роста и, конечно же, признания заслуг тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья животных. Екатерина Кулинченко, Эльвира Ахан, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. На календаре 2 июля. Сегодня Международный день собак, Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. По народному календарю Зосима и Иов. В русском народном календаре несколько дней Зосимы, но все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Этот день в истории. 1670 2 июля войско атамана Степана Разина овладело Астраханью. 1698. В этот день получен патент на первую в мире паровую машину. 1860. Основан город-порт Владивосток. 1900. Совершил полет первый в мире дирижабль жесткого типа. В этот день родились Надежда Пушкина, Ганнибал, русская дворянка, мать великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Константин Маковский, русский живописец. Александр Зайцев, русский химик, органик, член-корреспондент Петербургской академии наук. Пьер Карден, французский модельер итальянского происхождения. Патрис Лумумба, африканский политический деятель. И Ия Арепина, советская российская актриса театра и кино. Именины сегодня отмечают Иван и Фаддей. Хочется заметить, что сегодня еще одно уникальное событие. Это событие очень важно для всех жителей республики. День нашей любимой реки Лена. Да, и мы, конечно же, поздравляем нашу великую реку. Сегодня в течение дня пройдет много мероприятий, посвященных множеству экологических акций. Вы можете принять в них участие в течение сегодняшнего дня. Ну и, конечно же, берегите нашу великую реку. Ну, что еще сможет сравниться? Вот говорят, на берегу моря, на берегу реки гораздо интересней. Она более в движении, сидишь и для больших идей созерцаешь. Ну, кстати, для больших идей нужно совсем немного. Тихое место, вдохновение и команда единомышленников. Именно такой домик для размышлений появился в Якутске. Какие неожиданные открытия сделали студенты и почему такой домик может стать образцом для нового образования, смотрите в следующем сюжете. В тени университетских корпусов появилось необычное строение. Этот уютный домик не просто архитектурный объект. Это пространство для генерации идей, построенное руками студентов инженерно-технического института. От первого гвоздя до финальной отделки. Все сделано вручную. Но за простотой форм скрывается глубокая концепция. Проект вдохновлен подходом Билла Гейтса, который считает, лучшие идеи рождаются в уединении.
А вот так выглядит домик изнутри. Тут есть стол, стул и даже небольшая кровать, на которой можно прилечь и отдохнуть после мозгового штурма. А что думают авторы и исполнители данного проекта, мы сейчас у них спросим. Мы представляем наш проект. Проект основан на новых реалиях. Жизнь меняется, и наши образовательные стандарты тоже вовремя реагируют на это. Одним из требований новых образовательных стандартов является деятельностный подход. То есть мы должны усилить деятельностную часть и практикоориентированность в нашем обучении. И студенты отделения «Деревянное домостроение» в рамках этого проекта построили этот домик, участвовали все 3 курса. Студенты признаются, работа научила их не только строительным премудростям. Главный урок – как превращать теорию в конкретные решения. Когда чертежи оживают в твоих руках – это особое чувство. Теперь здесь будут проходить мозговые штурмы. И кто знает, возможно, рождаться будущие стартапы Якутии. В процессе постройки этого дома – это как раз-таки сам процесс постройки. Коллектив сплочается, мы в процессе очень много разговаривали, сдружились, иногда ссорились, не без этого, как говорится. Но в целом, да, именно сам процесс, а не результат был интересным. Вот на лекции вот, там более по теории, по большей части по теории. А здесь мы сами вот строим, там учимся, типа, вот, как держать правильные инструменты, там, как думать иначе, типа. Есть такие моменты, что не совпадают, допустим, вот, с теорией и практикой. Этот домик больше, чем строение. Это символ нового подхода к образованию, где теория встречается с практикой, а традиции с инновациями. Первый, но точно не последний. Кристина Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Если домик для размышлений достаточно необычный способ побыть наедине с собой и доступен не каждому, то поездка на природу уже давно проверенный способ получить дзен. Но даже перед отдыхом нужно позаботиться заранее о своем здоровье и провериться, чтобы быть уверенным, что все пройдет как надо и отдых не будет испорчен. Доброе утро! Когда человек отправляется в отпуск, врачи советуют заранее подготовиться, чтобы отдых проходил безопасно и был полезен для здоровья. В первую очередь рекомендуется пройти общее медицинское обследование или минимум анализов, такие как общий анализ крови, электрокардиограмма, определение уровня сахара крови и холестерина, чтобы убедиться в отсутствии скрытых заболеваний, особенно если есть хронические болезни. Если планируются активные виды отдыха, такие как походы, горные прогулки или водные виды спорта, важно знать свои возможности и подготовить организм к нагрузкам. Это поможет избежать перенапряжения и травм. Также следует обязательно взять с собой аптечку, в которой должны быть противоаллергические средства, антисептики, бинты, пластыри, жаропонижающие и средства для обработки ран. На всякий случай полезно иметь препараты от простуды, повышения температуры, обезболивающие, чтобы избежать осложнений при возможных заболеваниях. Не рекомендуется переутомляться, злоупотреблять алкоголем или неправильным питанием, так как это ослабляет иммунитет и мешает восстановлению. Важно соблюдать водный режим, особенно в жаркую погоду, избегать риска теплового удара или солнечных ожогов. Обязательно необходимо пользоваться солнцезащитными средствами, носить защитную одежду и шляпы, а также стараться избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Соблюдайте питьевой режим для профилактики сгущения крови. Перед возвращением рекомендуется дать организму время на восстановление. Например, не перегружать себя тяжелой работой или спортом в первые дни, как вернетесь домой. Это поможет избежать стресса и ухудшения самочувствия. Также стоит помнить, что отпуск должен восстанавливать силы и здоровье, поэтому важно соблюдать режим отдыха, правильно питаться, избегать вредных привычек и своевременно обращаться к врачу при возникновении любых неприятных симптомов. Будьте здоровы!
Еще раз приветствуем всех, кто с нами на волне этого утра. Ищите идеи, как провести выходные по-настоящему активно и весело? Представьте, мотор ревет, асфальт мелькает под колесами, а вы ловко входите в поворот. Но речь не о гоночной трассе где-то далеко, а о нашем алданском картинг-клубе. Это отличный вариант и для семейного отдыха, и для дружеских баталий. Хотите узнать, как легко там оказаться и получить море драйва? Смотрите наш сюжет. В поворот нужно входить медленно, а выходить из него быстро. И не следует срезать угол. Это одно из правил при управлении гоночным автомобилем. На автодроме Алданского политехникума от шквала страстей и бури эмоций было по-настоящему жарко. В гонках на картах с удовольствием пробовали силы и подростки, и их родители. Очень было классно. Советую всем. Особенно те, кто уже ездили на машине. Картинг-клуб «Неудержимые» при Алданском политехникуме образовался год назад. Идея, принадлежавшая преподавателю Илье Горбикову, была поддержана руководством учебного заведения. Илья Игоревич преподает автотранспортные дисциплины и об автомобилях знает все. Он и стал инструктором клуба. В управлении малолитражные автомобили довольно просты. Садящиеся за руль новички не испытывают никаких сложностей. Да, простой, всего 2 педали, газ, тормоз, ну и руль. То есть практически как на машине, но получается, главное смотреть, то есть не сталкиваться с соперниками. Минувшим летом гонщики пробовали силы на территории главного учебного корпуса кузницы кадров. В этом году площадку было решено перенести на автодром. Здесь маршрут усложнился. В нем появились дополнительные повороты и препятствия. Таким образом, трасса стала более приближена к гоночной. Заезд длится 10 минут. По кругам там кто сколько сделает, то есть кто поопытнее, побыстрее. То есть больше проедет дистанцию, у кого меньше опыта, они, соответственно, поменьше кругов. Несмотря на компактный размер, малолитражные автомобили отличаются необычайной мощностью и способностью развивать высокую скорость. И масса ранее неиспытанных впечатлений и взрыв адреналина гарантированы каждому. Между тем, при допуске на старт существует ряд ограничений. Ограничения-то беременные уже, то есть в большом возрасте, то есть с различными отклонениями по состоянию здоровья, то есть кто не может именно рулить. То есть, а так вот ограничение по весу это до 110, по росту идет как бы от 140. В этом году пополнился автопарк картинг-клуба. К 4 одноместным машинам добавился двухместный автомобиль. Он предназначен для гонок вместе с детьми. К слову, ребятишки с удовольствием выступают в качестве штурманов и экспедиторов. Развивается как-то более-менее Алдан в этом плане. Какие-то развлекательные появляются у нас мероприятия. Приезжайте, все очень классно. И взрослые, и подростки, впервые севшие за руль карта, знают точно. Они еще не раз попробуют вновь покорить трассу. Нет недостатка и в новичках. Гоночный спорт интересен многим. В перспективе трасса для картинга будет совершенствоваться. Татьяна Вахнина, Алдан. Классно. Ну, возможно, герои нашего следующего сюжета начали с малого, в том числе с картинга, но со временем увлечение переросло в призвание, которое дарит незабываемые эмоции еще и окружающим. Ну, я думаю, зрители остались точно довольны. Безумный мастер Панин. В Петербурге прошло каскадерское шоу «Русский форсаж». Давайте посмотрим. В этот день рев моторов и взрывы адреналина превратили асфальт в арену безумных трюков и развернули настоящее зрелище. Московский парк киноприключений «Мастер Панин» собрал зрителей, чтобы показать, на что способны лучшие каскадеры страны. Они бросили вызов законам физики и делали головокружительные перевороты на полной скорости. Заносы, прыжки через препятствия. Каскадеры мастера Панина отрабатывают каждый элемент до автоматизма. Ведь одно неверное движение и трюк может стоить жизни. Но это именно то, что выделяет каскадеров. Риск – это часть их работы. Они готовы удивлять зрителей и показывать самые сложные трюки. Один из наших топовых номеров – это перепрыгивание через машину нашим каскадером, который едет на него с большой скоростью. Плюс наш шар смелости, где будут ездить мотоциклисты, и внутри будут стоять зрители. Шоу собрало тысячи зрителей, и взрослых, и детей. Для многих это не просто развлечение, а возможность ощутить адреналин и невероятные эмоции. «Русский форсаж» — это одно из немногих мест в России, где действительно можно увидеть настоящее представление.
Но у меня уже мурашек нету, но зрителей бодрит невероятно. Это количество адреналина, которое они получают у себя в крови. И потом нам уже после шоу, когда мы завершаем в городе мероприятие, они через неделю, через 2 говорят, у нас дети до сих пор. Про шоу каскадера вспоминать, да у меня у самой руки трясутся, когда я вспоминаю, что вот творили, что показывали. Ой, потрясающе, вы не поверите, здесь так шикарно. Самое понравилось то, когда они начали, получается, дрифтить без водителя. Это было захватывающе, все внутри прям рев машины. Прям вообще потрясающе, шикарный. Мне очень понравилось. Данное шоу – это про скорость, огонь и 100% экстрима. Здесь нет компьютерной графики и дублеров. Только люди, машины и отточенное мастерство. После такого зрелища понимаешь, настоящая магия рождается на этой арене после рева моторов, дыма горящих покрышек и восторженных криков зрителей. Ну, думаю, что наши телезрители, глядя все это через экран, все равно получили заряд бодрости перед новым рабочим днем. Ну а сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В Якутске начались работы по реконструкции участка автомобильной дороги Умна с 20 по 28 километр. Этот 8-километровый отрезок является частью опорной сети республики и обеспечит соединение с уже существующим 4-полосным шоссе, а в будущем с Ленским мостом. Проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершение работ запланировано на сентябрь 2027 года. В рамках реконструкции будут обустроены тротуары, установлено современное освещение и барьерные ограждения. В России могут в 2 раза повысить пошлины на получение водительских прав. Кроме того, стоимость получения паспорта транспортного средства может увеличиться в 1,5 раза. Итак, пошлина за получение водительских прав может быть увеличена вдвое. За удостоверение старого образца потребуется заплатить 4000 рублей, а за новое – 6000. Международное удостоверение до 3200 рублей. Стоимость получения ПТС может увеличиться в 1,5 раза и составить 1200 рублей. Планируется также поднять пошлину за свидетельство о регистрации ПТС на бумажном носителе до 1500 рублей, на пластиковом до 4500. 6 июля в Якутске состоится ярмарка «Профориентация-2025». Ожидается участие ведущих вузов и колледжей как из Якутии, так и из регионов России. Мероприятие пройдет на Комсомольской площади и станет отличной возможностью для абитуриентов, родителей и школьников получить актуальную информацию о поступлении и выбрать подходящее учебное заведение. Посетители смогут лично пообщаться с представителями приемных комиссий, задать интересующие вопросы и получить подробные консультации по поступлению. 11-я республиканская педагогическая ярмарка на тему «Сельская школа и образовательная марка» проходит в эти дни в Верхневилюйском Улусе. Участие принимают около 2000 педагогов из разных районов республики. В течение 3 дней будет проведено множество конкурсов, круглые столы, дискуссии, курсы повышения квалификации. В 17 площадках организуют стендовую защиту инновационных образовательных программ. Вчера состоялось торжественное открытие и парад делегаций. Есть мечта объединить дальневосточных пеликанов, всех дальневосточных пеликанов вместе, чтобы мы ездили друг к другу в гости, устраивали совместные события, встречи, уроки. Ведь сейчас есть возможности общаться и онлайн, и обогащаться опытом друг друга, потому что вчера мы проехали по учреждениям Верхневилюйского района, детские сады, школы, и мы увидели, насколько богато образование вашего края, вашего Улуса и всей республики. И этот опыт хочется перенимать, хочется с ним знакомиться, поэтому очень надеемся на плодотворное сотрудничество. В
В следующем году новогодние каникулы будут длиться 12 дней. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Такое решение принято для оптимального распределения выходных дней в течение года. В 2026 году также ожидаются трехдневные выходные в феврале, в марте, дважды в мае и на День России в июне. Кроме того, 4 ноября также будет выходным днем. Новогодние праздники 2027 года начнутся 31 декабря 2026 года. На этом все. До встречи. Доброе утро всем тем, кто только что присоединился к нашему эфиру. И мы рады вам представить нашу утреннюю гостью, самую красивую девушку долины Туймада, Сахаяну Сатыбалдиеву. Титула Туймада Ко она удостоилась на эсэхе Туймады в эти выходные. Сахаян, доброе утро. Мы вас поздравляем. Утро. Поздравляем с этим титулом. Доброе утро. Ну, какие ощущения после конкурса, что ты теперь считаешь самым ценным оружием в жизни, чтобы побеждать? Ощущения от конкурса отличные. Я уже потихоньку начинаю в себя приходить, понимать, что у меня уже есть титул, такой этот важный титул для народа Саха, титул Туймады Ко. Ну, вот самое главное вынесла, что вот теперь я знаю, что там я сильна в таких-то направлениях, научилась еще чему-то новому, возможно. Это прибавился еще опыт. Я уже участвовала в конкурсе красоты, но этот конкурс красоты уже запомнился моей победой, что очень важно. Силу духа он мне еще добавил. Я и так была уже сильной, упертой, можно так сказать, но сейчас это подтвердилось, и я знаю, что я буду дальше продолжать верить. Идти к победе. Да. Ты, кстати, отметила, что это уже не первый конкурс, да, красоты для тебя. Вот, а насколько помог предыдущий опыт, предыдущие конкурсы? Предыдущий конкурс очень сильно помог, поэтому я на этом конкурсе не очень сильно волновалась. Я знала все, что я делала и в первом конкурсе, но учитывая свои ошибки на первом конкурсе, я старалась это уже не допускать. Поэтому я была готова на 100%. В целом, наверное, волнение очень сильно мешает, скорее всего, да, в подобных конкурсах? Да, иногда можно запутаться. Из-за этого ты выходишь со сцены, за кулисами и начинаешь себя винить. Типа, я не так сделала, это очень плохо. Но ничего страшного, что было, то было. Вообще, ты очень современная девушка, да? Вот Туймада Ко — это все-таки такой национальный конкурс с национальным колоритом. Вот как соблюдать баланс между сохранением национальных традиций каких-то, да, не только в костюмах, но в укладе жизни, да, в меняющемся мире, и как ты себя в этом ощущаешь? То есть вот, сохраняешь какие-то семейные традиции, кто член твоей семьи, какие у них есть традиции, что ты привнесла вот в конкурс? Ну, в моей крови уже живут две традиции. Это народов Саха и народов Кыргызстана. Живя в Саха-Якутии, мы, конечно же, соблюдаем в первую очередь якутские традиции, но при этом и не забываем свои родные традиции. Соединить якутские традиции и современный мир, мне кажется, это можно с помощью интернета всем донести, какие у нас якутские традиции великолепные, да? Какой у нас колорит, какая у нас республика большая, у каждого улуса своя история. И мне кажется, это очень классно. Вот, на твой взгляд, можешь ли ты вот назвать 3 качества якутской женщины, которые являются суперсилой в 21 веке? Ну, первое, я хочу отметить, это честность. Если ты честна с собой, значит, все, весь мир будет честен с тобой. Конечно, не на 100%, я считаю, но все равно это зависит от того, какая ты на самом деле. Если ты не боишься показать миру, какая ты есть, то и мир тебя примет с легкостью. А второй, это, мне кажется, сила духа все-таки. Упертость. Если ты ставишь цель, ты должна ее достичь. Вот. Несмотря на все трудности, что мне и помогло. Я, можно сказать, несколько раз падала. Да? Во время конкурса? В жизни? И в жизни, и во время конкурса. Но я улыбалась, я говорила, что нет, я иду до конца, я не успокоюсь, пока не достигну своей цели. Вот и достигла. И третье, мне кажется, это доброта. Мир без доброты — это не мир. Да.
Доброта спасет мир обязательно. Ну вот, закончив фразу. Больше всего перед выходом на сцену меня вдохновляет что? Перед выходом на сцену меня вдохновляют взгляды зрителей. Так как я являюсь артисткой балета, и, к сожалению, сейчас не являюсь артисткой балета, это взгляды зрителей, то, как они тебя будут смотреть, то, как ты им передашь свой образ, да, то, как ты передашь свой образ своего персонажа, это они должны воспринять так, как будто и есть она, а не ты Сахаяна Сатубалдиева. Ну, у нас так было в Якутской балетной школе. А сейчас я уже показала саму себя настоящую, и народ это принял с радостью, поэтому я рада. Ну, то есть тебя вдохновляли взгляды зрителей, а все-таки вот, наверное, такая основная какая-то поддержка все равно должна быть. Вот кто тебя поддерживал во время конкурса, во время подготовки? Меня все поддерживали. Мои одноклассники, мои коллеги, и главное, конечно, мои родственники. Им самое главное из главных поддержек — это мои родители. Они просто... Мама, я хочу вот такой костюм, мама, я хочу такой костюм, я хочу купить такие штучки. Они сразу, да, конечно, и все. И поэтому я очень благодарна им. Без них я бы не смогла бы так пройти дальше. Ну вот ты упомянула, что ты являешься солисткой балета, да? Помогло тебе обучение в балетной школе вот, достичь таких результатов? Да, очень помогло. В первую очередь в балетной школе это воспитывалась дисциплина. И все было строго. Я 11 лет училась, каждый день мозги работали, так скажем, да, запоминать комбинации, танцы. И это все помогло мне тому, что я очень быстро училась. Очень быстро все подхватывала. И вот, как я и говорила, не выходить из образа на сцене. В день цеха, конечно, был сильный дождь. У нас сцена была мокрая, вся в грязи, поэтому очень много девочек подскальзывалось. И я не скажу, что все прям выходили из образа, но были, конечно, моментики. Я, как подобает артисту балета, я пыталась держать образ. Я танцевала на этапе таланта, и, конечно, я 2 раза подскользнулась, что очень обычного человека выбило бы из колеи. Но нет, я продолжала держать образ китайской девушки, танцевала дальше, улыбаясь, и гордо смотря вперед. Замечательно. Ну, вот какой совет ты бы дала всем тем, кто мечтает стать победительницей конкурса красоты? Не опускать руки никогда. Не получилось? Ничего страшного, значит, это не твое время. Твое время придет через год, через месяц, через несколько лет, возможно. Самое главное — не отчаиваться. Если ты опустишь руки, это считай, что ты уже ничего не добьешься в этой жизни. Какие дальнейшие планы? Дальнейшие планы... Я подписала контракт на год и буду следующим лицом из цеха Туймаду, поэтому я очень горда этим. И в будущем я хочу открыть салон красоты и параллельно учиться на дизайнера одежды, чтобы создать свой бренд. Вот такой у меня грандиозный план на жизнь. Здорово. Здорово. Ну, мы желаем тебе успехов, да, чтобы все планы твои воплотились в жизнь. Поздравляем тебя, твою команду поддержки, семью. Спасибо. Ну и, конечно же, рады будем видеть у нас еще раз в гостях. Ну, обязательно самую красивую девушку, получается, Якутска. Поэтому поздравляем их, конечно. И с нетерпением ждем образ, как воплотится в следующем видении фестиваля Туймады, да, то есть как это будет. Спасибо большое. Спасибо. Но, посетив национальный праздник СЭХ, вспоминается фраза «Чтить традиции значит не сохранять пепел, а поддерживать огонь». Сохранить и развить культурное наследие – задача каждой народности. Далее мы переносимся в Киргизию, где состоялся фестиваль войлочных ковров. Международный фестиваль войлочных ковров «Кыргыз-Шырдагы» проходит на пастбище в Атбашинском районе Нарынской области. Участники в национальных костюмах расстилают традиционные полотна на земле. При этом каждый узор и цвет имеет значение. Это панно сделано из шелка с подкладкой и ручной работы стеганая. Это у нас казахский национальный рисунок. Это у нас уже идет кыргызский национальный рисунок. Эти все работы сделаны вручную шелком. И краска идет именно по шелку. Также мы ее стягаем. Наша цель — возродить, сохранить и развивать культурное наследие, народное ремесло. И, конечно,
Для нас чердак это не просто предмет кочевого культурного наследия, да, это мир. Это каждый узор имеет такое огромное значение. Это легенда о орнаментах и о жизни кочевника. И стала частью нас. На фестивале также представлены угощения традиционной кухни. Мы еще празднуем свою национальную кухню. У нас, конечно, очень множество почти утраченных наших национальных блюд, которые вот благодаря стараниям, в том числе и государства, при поддержке государства, но прежде всего наших собственных вот кулинаров, мастеров со всей страны мы собираем и делимся рецептами. И очень важно, чтобы мы вот с уходящими поколениями, с тем, что вот мы от полукочевого образа жизни, вот тех людей, которые мы теряем, поколения наших отцов, которые родились вот в юрте, прожили, сохранили очень многие национальные блюда. Это, конечно, у нас большая угроза была потерять все это. И очень хорошо вот то, что мы очень много блюд, которые вот мы в детстве мы помним, эти вкус вот детства, но еще очень много того, что на самом деле при предыдущих поколениях это уже было утрачено. А вот все это сейчас восстанавливается, и, конечно, сегодня такой праздник нашей национальной кухни, фестиваль, он соответствующе помогает. На фестивале также состоялись ярмарка традиционных ремесел, кулинарный конкурс и международный турнир «Хан Кашой» по киргизской борьбе. Ну, всем еще раз доброго утра, прекрасного настроения. Надеюсь, что нам удалось зарядить вас на весь рабочий день. Да, и, конечно, увидимся с вами завтра. Если забегать вперед, то завтра у нас ждет прямое включение с улиц нашего города, где я постараюсь рассказать, пообщаться, конечно, с нашими археологами, которые нашли интересные артефакты. То есть они уже были у нас в гостях, но вот за этот короткий промежуток времени тоже есть много чего интересного рассказать. В общем, ищите Руслана Ачирова вместе с нашими гостями на улице города Якутска завтра. А я буду ждать его в студии. Всем хорошего дня, отличного настроения. Встретимся завтра на Якутия 24. До новых встреч, хорошего дня. Пока.